Здорово, друзья! И вновь добро пожаловать в наш телепроект «Бар 312». Здесь, в нашем баре, мы продолжаем готовить вкусные улетные напитки. Сегодня будет весело. Поехали! Давайте пригласим нашего очередного гостя, звездного шоумена, тамада, певец, танцор Бакыт Байсариев. Бакыт Байке! Ассаламу алейкум. Как у вас дела? Отлично, спасибо. Спасибо, что приехал. Забыл еще сказать актер. Я же вроде сказал. Нет? А ладно, пропустил. Я еще перечитывал. Актер же остался, думаю, ну ладно, ничего. Актер! Нормальный актер, а не то, что вы подумали. Фильмы А хорошие. какие еще актеры бывают? Что-то я не догнал. Документальные фильмы и художественные. Я художественный. Анимые фильмы. Тоже. Ну там только это с маленьким. Бакыт, вы сегодня не один? Вы сегодня со своим другом. Можно с ним познакомиться? У меня, да, друг из Поднебесной. Китаец, что ли? Ну, почти. Или уже того? Нет, по качеству как китаец, но оригинал кубинец. Потому что у него волосы не как у кубинцев, как у китайцев. Он модный человек. Наш гость заморский, это кубинец, латинос по происхождению, Хосе. Это он? Да, это он. Он это, любит меня и я его тоже уважаю, ценю. Кстати, коллеги, когда счет закроешь в завод пабе? Когда оплатишь 2 короны, которые ты мне должен? Обещаю. С Гамбей Обещаю все долг, короче, который у меня есть, я уже обещаю скоро. Я не забыл. Капец рад видеть тебя. Капец рад. Конечно. Спасибо, что приехал. 5000 там приехали. Хосе, ты сегодня привел к нам интересных своих друзей. Да, это точно. Давай знакомь теперь ты с нами их. Короче, вот это. Жена. Вот это жена. Жанна, Зачем он акцент включил непонятный? Ты же кыргызский знаешь лучше меня. И Ариф. Это Вау. вся здравствуйте. Жанна. Салам. Они Наша очень очаровательная друзья. гостья Жанна. Ариф. Расскажи о них. Спасибо, ага. Очень плодотворно поговорили. На этом словарный запас нашего друга заканчивается. Сейчас только музыкальная пауза, байландо, давай, вамос. Не, ну на самом деле я хочу добавить, что Ариф к нам приехал из Российской Федерации, город Казань. Во время пандемии 5-6 месяцев назад прибыл сюда. Ему здесь понравилось. И остался. Я остался. Да. Но на самом деле самолетов просто не было. Он так остался здесь. Жанна к нам приехала с США, тоже самолетов не было, осталась здесь. Шучу. Такси же есть, я такой такси же есть. Да нет, там это. Перевал закрыт, не пускает. Все. А ты что? Ты уже 5 лет здесь. У тебя вообще рабочая виза есть? Милицию позовите до конца эфира, что как раз скоро день уголовного розыска на корпоративы, Хосе сейчас идеально зайдет. Он уже залетает, мне кажется. Vamos a bailar. Че? Ребята, как думаете, что мы сейчас будем здесь делать? Какие Ты догадки? у Хосе не спрашивай, он сейчас сразу скажет, а вот давай у хороших людей спросим. Цивилизованно. Хосе, Потому что Хосе сразу скажет, мне, пожалуйста, Б-53 и Б-52. не, он скажет, брат, корона. Лонг-Айленд скажет. Как вы думаете, что мы вам сегодня приготовим? Я думаю, будет что сегодня что-то такое безалкогольное однозначно. Ну да, как бы обед еще. Да, это будет что-то связанное с фруктами, с ежедневными нашими фруктами, которые мы Употребляем? не употребляем, но употребляем алкоголь. Не, здесь Ежедневно. мы всегда стараемся готовить максимально Что-то сладкое, правильные, вкусное, полезные напитки. полезное, да. Сейчас же мода, правильное питание, да? Сладкое, Да, вкусное, конечно. полезное. Ты знал об этом? Классно. Хосе сразу неинтересно. Хосе!
Ему да, сразу я неинтересно. выдумался, потому что меня... Не-не-не, остановись. Мы же должны тебя подготовить. Сейчас мы тебе к молочный субботнему коктейль вечеру. подготовим, который ты еще Вот 25 всё. лет назад не Вкусно. Да, Вкусно сделаем будет, смузи банановый. Необычный. Окей? Необычная банана, это что? Интересно. Это что за банан? Это обычный банан, который ты на кубе кушаешь А килограммами. вот, Мы из да. него сделали необычный Вот банан. всё. Кстати, как банан будет на кыргызском? А, Банан бывает на кыргызском? ну, банан, да? Или- Конечно, банан. Банан. Ну, банан. Банан Джейсинби. Не, он Джейсинби. Закидываем банан в блендер. Он этот знает только и Чейсинби. Банан и А Чейсинби. интересно, а бананы какие? Они вот эти вот большие, которые... Да, обычные, да. Да? Да, да? На пальме они растут. Нет, а какие На еще дереве. бывают? Нет, Короткие? есть не, же ну, хорошие сорт. вот эти вот Порода? специальные. Да. Нет. Возможно, в Татарстане такие есть. У нас нет. У Нет, нас я обычные, видел. кубинские. Я не знаю, как в Казани и Татарстане, но в Аше у нас есть королевский сорт, они вот такие. Ну, главное не размер, главное качество. Так, что мы... Банан закидываем. Так, хваталка. Щипцы у нас. Вот весь банан, который у нас уже готов. Слушай, на другие... Ладно. Говорит ассоциацию. Прям весь банан? Да, весь. Все, что там есть. Серьезно, прям вот это все. Да. Не, мы же готовим одновременно для всех, чтобы побольше было. Ой, Ой. накосячил. Туда, вау, нормально. Хосе, Оу. ты не вздумай такое это заказать в клубе. Потому что нельзя тебе такое пить, понимаешь, только днем. Противопоказано. Ну, всё. И для полного счастья эти щипцы мы подарим Хосе, да? Он знает с ними, что Чтобы он делать. потом этот... Ну да. Ну, ладно. Я не против. Как вы относитесь к мороженому? Очень положительно, люблю, особенно пломбир. У нас сегодня необычный пломбир, вот такое домашнее мороженое. Давайте нам где-то 4 шарика. 4 шара. Сейчас. У тебя шарики есть? Любишь шары покатать? Бильярд он имеет в виду, а не то, что ты. Немного? Нормально, самое то. Самое то, да? Прям, да. Вот такие шарики. Ну, он не жалеет. Не-не-не, я так это, чтобы не испортить. Как говорится, инициатива бывает наказуема. Она, как говорится, если переборщишь, то может оказаться не совсем вкусно. Надо все пропорционально делать. Правильно? Человек умеет готовить, оказалось. Ну да, это не как ты обычно 5 луковиц съедаешь за раз. Я очень сильно люблю банан сочетать с малиной, к примеру. У меня есть вот такая интересная пюрешка малиновая. Угу. Давайте За счастье. Так, пюрешкой прям. прям туда, да? Нет, вот, да. Вот так вот. Угу. Смотрите. Да, я понял. Хоп. Окей. Где-то граммов 80, может. Не 100. Да. Понял. Если дома нету малинового пюре, можно малиновое варенье. Без Тоже варенья, норм да, будет. можно? Да? Ты Ну, когда интересно. говоришь банановое, малиновое, у него ассоциация другая, понимаешь? Он про банановый ликер сразу думает. Да. Который вчера пил, наверное. Угу. 80. Есть. Yes. Отлично. Я обожаю яблочный сок. Самое интересное, мы готовим как-то для моих друзей и все ингредиенты, которые обожает бармен наш. Я более чем уверен, что яблочный сок все любят. Ты же любишь яблочный Ну да, сок? да. Конечно. Тем более, если там виски еще есть. Идеально, я Он думаю, с что я колой реально... запивает. Яблочный сок. Ты до сих пор виски с колой пьешь? Что же кризис. Давайте яблочный Хорошо, сок. хоть не с водой из-под крана. А что, так не было, что ли? Я тебе сейчас напомню. Ага, спасибо. Это сюда? Я тоже. Слушай, вот реально это компоненты подходят, да? Конечно, подходят. Малина, банан. На то это и смузи. Малина, банан, яблоко, сок. Я предлагаю еще пару головок чеснока. Нет, Ну, от пандемии, мало к ли. сожалению, чеснока нет. А так бы я добавил. Все, хорошо. И то льда есть- побольше. Я еще немножко добавил от себя.
Мгм. Открывай рот. И воды не надо. Еще? Еще можно. Немного? Нормально, да? Все, норм. Всё. А ты такой холодный, как айсберг в океане, как лед вот здесь. После отойди, сейчас мало ли тебя это сболтаешь вместе с этим. С бананом, да, с мороженым. Будет банановый Хосе. Кстати, звучит банановый Хосе. Смузи так и назовем, банановый Хосе. Разогнался хорошо. Слетел. Даже горелым пахнет. А, это от меня, оказывается. Бывает. Подгорел. Все. Не, ну вообще мне нравится здесь у вас за баром, весело. Удобно? Самое главное весело. Да. Удобство, конечно, может... Нет, ты смотри, а. Что, вкусно, да? Капец вкусно. Не сомневался. Наливайте. Я же готовлю. Пока не смотрит. Вы мне скажите сразу, сколько нужно наливать? Налить чтобы- так, чтобы всем хватило. Хватит. Им хватит? У вас сегодня той уже был? Нет, Мероприятие еще не было. Намечается, ага. Всегда хватит ему хоть по чуть-чуть. Не-не-не, пусть попробуют. У него больше не будет возможности попробовать что-то такое. Окей. Ну, я скажу более. На то их, конечно, такое не попробуешь. В клубе такое не попробуешь. Хотя есть вероятие, да? Конечно. Боже мой, как же все аппетитно. И нет, сюда. А, А нам хотя бы так попробовать чуть. Мы же тоже люди, наверное. Да пускай. Два Менделя берем баласымын, да, типа? Два коктейля до двоих раздавят и нормально. На троих. Так ты же попробовал уже, хорош. Я хочу нормально попробовать. Ну, как говорится, за счастье. Ладно, угостим наших друзей. Вот давай попробуем тогда вот это. Хосе, хочешь тост сказать? О, зачем? Давай. Руки, давай. Ты там еще что-то выжимаешь, да? Да. Какой экономичный Себя не обижу. Не хочешь? я Говори, тебе- Хосе. Да. Ох, Я вам разолью. да, не, Как-то нормально. нечестно. Почему? Потому Да, что всё, вы всё, всё, готов- всё. вы готовили и Спасибо. Да, сами... нормально, у нас тут Говори. целый бар. Ну вот я Только сегодня- не так, как в клубе. Я вот сегодня с моей самой близкой другом, Шайбат Байсари, человек такой, который я уважаю и люблю, да. Ты тоже знакомый, это хороший человек тоже. Я с Ты удовольствием... что, надо? Стадии, да. Ну вот, такой деликатес, хочу попробовать реально, да. Все, пробуем. Пьем? Давай попробуем. Ну, за счастье, за здоровье, чтобы никто не болел. И за наших гостей с южной столицы, а также с Татарстана, да? За счастье ваше. Очень вкусно. Ох. Это бомбезно. Реально. Ну-ка, дай сюда. Что-то много это. Заметили, все-таки сочетается, да, оказалось? Да. Я вообще... Я реально Да, я Я в смотрел, шоке, это я в вообще шоке. никак не сочеталось, а по факту это сочеталось. Не, ну реально, я даже не мог себе представить, что вот это все будет в итоге А, выглядеть кстати, вот тут я так. научил вот это делать. Классно. Ну, Реально. Сам придумал. ты 5000 ему отдай, он тебе расскажет. Свои ингредиенты секрет, да, расскажешь? Ты все видел сегодня, ты сам увидел, как мы приготовили. Супер, вкусно. Ты реально. хоть запомнил? Ну где-то, да. Он сидел, переживал, чтобы мы его не сдали. На корпоратив. В день уголовного розыска. Макут, давайте мы дофига поболтали с гостями, поговорим про вас. Мы же сегодня ради вас собрались. А, да? Ответить на такой вопрос, каково это быть тамада? Ну, тамада это больше, скорее всего, призвание с рождения. Типа как звание, призвание, звание. Ну нет, это больше как талант. Это типа стиль по жизни, что? Что-то такое? Нет, наверняка больше как талант и призвание. Почему я именно эти слова подобрал? Потому что вести мероприятие
казалось бы, легко, но на самом деле, когда берешь микрофон, очень сложно. Потому что на тебя смотрит 200 человек. Люди, которые даже говорят тост на мероприятиях, они иногда теряются. Хотя неделю готовились. И когда есть аудитория целевая, 200 человек-1000, тебе надо угодить каждому. И это действительно талант и призвание. А учиться быть тамадой, конечно, можно. Но быть с рождения, это уже... То есть тема. вы учеников, которые лошары, не берете? Нет, почему? Я всех беру. Я стараюсь помочь каждому, всем. Я, в принципе, у меня никаких секретов нету. Я просто отношусь, как говорится, на мероприятия, которые меня приглашают. Угу. Я его провожу, скорее всего, так, как я бы хотел, чтобы у меня провели. Хороший подход, очень интересный подход. То есть я хочу, чтобы вот, если бы у меня был праздник, я бы хотел, чтобы именно вот так он У прошел. меня так же, чтобы все было, Да, да? вот так же вот я подход делаю именно так. И песни, и танцы, и конкурс, чтобы было весело и взрослому, и молодому, и совсем маленькому ребенку. Всем внимание стараюсь уделить, чтобы никого не обделить. Ну, иногда Хосе приглашаю. Когда ему квартплату надо. Чтоб покрасовался, да? Нет, иногда приглашаю, чтобы раз в месяц, чтобы квартплату оплатил, и долг в баре там 5000 закрыл. Смотрите, Бакат, мы готовились к вашему приходу. Кое-что интересное заготовили. Вы знали то, что про вас когда-то снимал один интересный выпуск телеканал MTV Russia? Нет, давайте не будем гадать, просто посмотрим на это. Интересно? Интересно. Смотрим. О, MTV. Обзвоните своих друзей, они не должны пропустить сегодняшний выпуск программы «По домам». Сначала мы побываем в гостях у Тони Хоука в его рае для скейтеров. Привет, MTV, меня зовут Райан Найкис. Добро пожаловать. Смотрим дальше. Итак, сначала мы попадаем в гостиную. Здесь мы обычно устраиваем вечеринки. Это вот мой развлекательный центр, вся моя техника, плоский экран. Ну, я уверен, вы такие уже видели. Ну, конечно, плоские. У всех сейчас плоские. Я тоже. Сейчас я вам покажу, как я отдыхаю. На Вот подушке. этот вот зверь, это мой пес. Как дела? Тяжелая жизнь, да? Кто бы знал, как тяжело с этого вставать. Теперь идем в бильярдную. Да, Всем привет. Поздоровайтесь с MTV. никого там нет. Здесь у меня все в красных тонах. Красные стены, красный стол. Цвета не знает просто. Изначально эта комната задумывалась как столовая, но я живу один, столовая мне не нужна. Идем на кухню. Здесь у меня плита, посудомоечная машина, Посудомоечная машина. Да, стоит. холодильник. Посмотрим, что там внутри есть. Вишневый сок, апельсиновый сок. Айран сизме. Попробуем. Пока у них закончился кристалл лайт, без него такая же вечеринка. Так что вам пора уходить. До свидания. Ну, прикольно, прикольно. Я сам даже не ожидал. Но для соцсетей это идеальный ролик, мне понравился. Вы сейчас также в этом доме живете? Да, в этом Нет, же нет, доме. вы обманываете, вы живете в другом доме. Давайте теперь настоящий ваш дом построим. А, да? Посмотрим. Ну, мне интересно, давайте. Что был Бахыт Байсариевтің у нас екен? Бахыт Вот это настоящий дом. Я же прав? Мындай машина менде анан жана Майкл Джексон деле бар. Урматтуулук Майкл Джексон, бул жакта гардероб, бул жакта алыскы жолдорго чыкканда уктайм, бул жакта коллектив менен жүрөм. Анан ичинде творческий бардак деп коет, өзүңөр түшүнгөндөй. Сынағыңыз бар екен. Бүт бар, сабвуфер бар, колонкалар бар, телевизор бар, кондиционер бар, печкасы бар. Ошол бардактагы бар. Жаздыгым бар. Сатууга сиз өзүңүз жасатпайсыз ба? Жок, кемажан элек күйгүм. Бирок салонду бишкектирип жаткан. Ну,
Ну да, это да, моя квартира частная. Сейчас этот автобус есть? Да. Расскажите про него. Он нас выручает? Нет, он сейчас уже в Казахстане, его забрали. Выкупили. Выкупили, я другой взял. Ну, такой Еще же. лучше? Да. Что там еще нового есть? Душевая появилась? А она не PlayStation. в этой была. Была? Там в этой машине, кстати, еще и мини-бар был. Я просто не стал его снимать. Нет. Уникальная штука, мне кажется, для шоумена прям супер, да, вещь? Я для этого, чтобы внутри переодеваться. Переодеваться быстренько, командой сменить костюм, переезжать подмыться. командой. Ну, это тоже не без этого, потому что бывает так, что в дороге или где-нибудь, где нет условий, приходится Идея чья была? свое. То есть я, когда был в обычных седан-машинах, я не помещался. В плане того, что не мог переодеваться, сидя на сиденье, корячиться. Мне надо было встать в полный рост, переодеться. Здесь еще зеркало было, я еще там шкаф доставил. На тот момент, когда была съемка, Автобус была- еще не был готов к... 85% готовый был. Ну да. Потом, когда 100% сделал наружный тюнинг, сейчас еще наружного нету. Когда его уже дотюнинговал, казахи увидели и забрали. Они хорошую цену предложили, да, мне кажется? Ну да, на тот момент. Ну а очень. потом вы еще круче тачку сделали. Делаю в процессе. Короче, в следующий раз снимем тачку на прокачку, значит, да? Да, ну, обычный бус, все считают, что это бус, это маршрутка. Нет, ну на самом деле очень удобная. Коробка, автомат, то же самое, кондиционер, печка, все навороты, телевизор, сабвуфер. Туалет, душ уже, PlayStation. Бар. PlayStation есть, кстати. Да. Бар еще и... Бар есть, да. Ну, насчет туалета навряд ли, но душ принять можно. Душ принять можно. А я до сих пор в душевой в туалет хожу, да? На самом деле это можно реализовать. Ну, чуть-чуть В денег. ванной в туалет ходить? Нет, имеется в виду Сливную систему, да? установить в машине, чтобы был и кабинка душа, и туалет. И отдельно туалет. Нет, это, да, получается как одна кабина. И там С и одной- туалет, и душ. С одной стороны душ, а с другой стороны туалет. Это вот как в американских фильмах. Да. С семьями же Да, путешествуют да, да, по стране. да. Вот такая вот машина. Что, правда то, что ведущие в такси переодеваются иногда? То есть вы сейчас рассказали то, что ты едешь в такси, переодеваешься. Я переодевался на лестничной площадке из необычных в юрте, В в туалете. палатке, в туалете. Очень часто переодевался. Пока не взял эту машину. Машину взял, потому что условия не подходили. Я переодевался среди вещей хозяев мероприятия, склад, где складывают напитки, фрукты, овощи, мясо, и среди них стоишь, переодеваешься. Тут рубашку уронил, чучук сразу. Дверь открыли. Ай, Джапон! Да, примерно так же. Ну, Но не в вашем случае, мне кажется, да? welcome to Сан-Тропе. Гель-гель. И понеслась. Ну, машина, скорее всего, больше для работы. А после того, как я вот 5 лет назад пересел на такую большую машину, я все свои маленькие машины продал. Вам достаточно этой тачки. Да. Смысла не вижу их держать каждый год, платить за них налоги, менять просто так резину и аккумулятор сажать и новый покупать. То есть это нету необходимости. А на мероприятие, если надо поехать куда-нибудь там на той, слава богу, есть друзья, у которых есть джипы, представительские машины. Дай мне на 2 часа. Потому что они у меня тоже часто берут мою машину на Зачем? семейные выезды, прогулки на природу, на Иссык-Куль, потому что с семьей ездить, с друзьями ездить на этой машине, это просто одно удовольствие. Компания, мини-бар, PlayStation. Самое главное, мини-бар. Да. Да, Хосе? Он там неоднократно бывал. Но там все было all-inclusive, так что фри алкоголь был. Но это все благодарность с мероприятий, банкетов. Короче, все окупается вдвойне, втройне, да. Да, я бы сказал, раз 10, наверное. Раз 10, да. С тех пор, как я эту машину взял, я наконец достроил свой дом. А оказалось, надо было просто взять спринтер и Да. работать. Спринтеры приносят в прямом смысле слова большой доход. Деньги в дом начали поступать. Меняем бизнес, баха. Тачку на прокачку. Ребята, как вам напитки? Супер. Просто идеально. Классно. Давайте допиваем и прервемся на небольшую паузу, затем вернемся и перейдем к следующему напитку, окей? Поехали. Реклама. Мы возвращаемся в наш бар.
Я уже Да, возвращаюсь. вы тоже возвращаетесь. Окей. Будем готовить чай. Нормально? Не жарко? Чай залетит? Горячий. Ну, если с какими-нибудь ароматами или... Тепла не хватает. Да. Вот этот аромат вам подойдет? Кубинский. Хосе, это... Тебе залетит? Это зеленый чай с жасмином, глаз дракона из провинции Сумэй. Ты не вздумай сейчас на Кубу Ё-моё, тянуть. глаз дракона. Жасминовая жемчужина дракона, да? Но у вас нет Обычный такого. чебрец. Обычный чебрец, горный Да тимьян. он же поверил, то, что это глаз дракона. Да нет, потом он этот как... Скажет всем то, что бармен Айбек фантазер. Так он такой же. Блин, такой маленький чайник у меня оказалось. На всех хватит, Да, интересно. Я думаю, По чуть-чуть попробовать. Чуть-чуть, да. А, у меня же второй чайник есть. Да тут, по-моему, целый магазин чайников есть. Так что можно не переживать. Угу. Давайте положим лимончику. Так, сейчас, секундочку. Возьму инструмент. Я потом соберу. Какой чай народ пьет в Татарстане? Прям в чайник. Прям туда. Черный. И черный, и зеленый обязательно с лимоном и с молоком. С молоком мы не... Нет, либо с молоком, либо... Я думаю, базар же, прикинь, черный, зеленый, еще молоко, еще Ой, лимон. нет, нет. О, Татары еще не допустили. любители чая. И вот есть у меня вот такая интересная штучка, называется пюре лесные ягоды. Прям как аромат кальяна. Что вы желаете? Пюре, листные ягоды. Вот это. Да, также. О, уже знает, как работать, уже свой. Сколько? Как вы думаете, сколько варенья вы добавляете в чай обычно? Ложку, Ложку. или 2 ложки? Ложку одну. Тогда понемногу, 50. Это... 50, это же на чайник, да? да. Окей. А выглядит... Заменить мы можем это обычным смородиновым вареньком или малиновой варенькой. Либо джем, Либо джем. Но лучше варенье домашнее. Или вот такая вот пюрешка. Манин. Ты это Хосе не говори, а то он начнет по барам ходить и скажет, пюре дайте мне. Я этого-то и добиваюсь, чтобы он завтра зашел в бар какой-нибудь и сказал, мне давайте Потом счет у него чай, будет не 5, а 15. смузи. Окей. Окей. Угу. Все, добавляем вот чебрец. А давайте попробуем. Нет, отвечай, промажем. Столько добра здесь. А почему бы не рискнуть? Можно даже побольше, мне кажется. Все. Хосе, видишь, рюмку можно использовать по другому назначению. Ну да, чтобы оказывается. чебрец. Мне кажется, Хосе уже 100 раз пожалел, что Открывай. приехал. это у нас черный чай, да? Да, обычный черный чай. Это обычный черный чай, да? А это он выглядит так, что ли, да? Вы любите покрепче, да? Ну, так, да. Пожестче. Ну, как? Чефирить люблю. Ну как? Чефирить. А то сейчас неправильно поймут наши телезрители. А уже неправильно поняли, мне кажется. И горячая кипяченая вода. Сейчас, главное, у всех ассоциации будут разные. Ну да, по у нас... поводу Хосе. По поводу Хосе. Так. Почему я так наливаю, чтобы не лопнуло? Он, наверное, специально назначен. Ну, бывает так, что на холодном стоит. Может, 30 Говорит Тамада, у которого каждый день какие-то мероприятия в ресторанах, затем вечером тусовка в клубах. Не-не-не, кстати, я после работы сразу это домой. Устаешь от громкой музыки. Сразу домой? Да. Перемешаем это все? Можно вот так же стоять, да, вот за километр. Хосе, тебе домой надо такая, аппарат нужен такой. Да. Такая ложка прям необходима тебе. Сейчас что интересно, 2 чая будут в разных вкусах.
Кстати, да. Абсолютно верно. Всё, выглядит прикольно. Не, а аромат почувствовали, какой здесь? Уже, да? Вот я и говорю, что надо пить чай после. Ну, сейчас, наверное, чай больше всего оценит Жанна. Потому что она наша единственная представительница прекрасной половины человечества. С чаем наверняка чаще нас, мужчин, сталкивается. И она должна по достоинству оценить этот... А я всегда думал, что девчонки не любят чай. Нет. Не всегда? И я обожаю чай. Но мне когда говорят, можно мне чай, на меня иногда мои друзья смотрят, типа... Пьем? Или подождем, чтобы заварилось? О! Надо подождать хотя бы минутки 3. Пока нам Хосе споет байландо. Ну ладно, без самомучу, давай, один куплет и все. Тут пока. Ну, Хосе, реально получится спеть что-нибудь? Мы, Конечно, получится. мы просим. Он же фанерщик. Оригинал же, без фанеры поет. Давай. Давай без, куплет какой-нибудь. Без Быстрее. самомучу. Конечно. Пока Vamos, чай vamos, заваривается. vamos. Прям залетит это. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, perderte después. Это примерно так было. Это из песни. То есть, знаешь, это типа, вы достали, я не умею петь. Это нормально, спой, что ты? Давай, Давай еще раз. Байландо. Другой куплет. Давай. Вы знаете его наизусть, надеюсь? Кого? Байландо. Или давай носа, таблетка. Я не договорил. Каждый уже запивает сам по мере своей истории. Таблетка la гриппа. Гриппа, да. Опять будем? Давай, Если споешь, носа, я носа. забуду твой долг. Отвечай. 5000 сом. Давай, носа, понеслась. С меня потом еще 50 грамм. Ay, nosa, nosa, Заказ así no se me mata. Ay, se chupego, ay, se chupego. Delícia, delícia, así no se me mata. Ay, se chupego, ay, se chupego. Вот видишь, что решает деньги, да? За бесплатно Вот, получается. все, мы договорились, да? А тут за деньги... Демалганы иссыкольга баргалелен. Долг еще... Продолжение будет? Нет? Да нет. Даже слова не знаете, да? Не, почему? Я знаю, я ее каждый день пою. Давайте Я думаю, включай. готово. Да. Вау! О, давайте! Сразу? Арнольд Шварценеггер. Уф! Уф! Так я еще чай не наливал. Угу. И можно остаток мне? Все время про меня забываете? Нет, на самом деле это я же приготовил, это для вас я делаю, а для себя я оставил вот. Это называется... Выкрутился! Не, это называется махабат. Махабат чай, когда смешиваешь два чая. Они же разных вкусов, по идее. Часто, да, свадьбу ведете? Ну да, бывает. Прошу. Мне самому капец интересен сейчас этот чай. Обожаю чебрец. Все, взрывайте, взрывайте. Я специально девочке дал красный, чтобы... Ну ладно, Хосе, пей. А нам-то можно понять. Почему мне тоже красный? Не, мы там на работе с вами. Не, ну хотите вот этот непонятный цвет? Нет, это вам. Остаток вам. Фисташково-коричневый. Аромат. Чайная прямо у нас сырым. Сейчас не хватает только этого, да, кальянчика с таким чаем. Вообще классно. Не, ну вообще бомба, да. Я думаю, после этого... Можно я- тебя заказать? Личного чайханчика. Я больше другой на 1000. Тенге, пойдет. Нет! Российских рублей. Да по курсу примерно так же уходит. Бери тенге. Печеньки берите, кстати. Хосе, это бесплатно уже оплатили за это.
Не, он, походу, лайм просит. Здесь Брат, постоянно лайм, дай лайм. Ассоциация Хосе никак не это. Қашан ақша бересің, когда долг вернешь. Не, ну очень вкусно получилось. Сейчас прям покушать, да, не хватает. Ну вот, да. Вот, Любите, да, покушать? Хозу гриль какой-нибудь заточить, да? Как насчет лапши какой-нибудь? Да не, хозу гриль сразу, что-то мелочиться. Давайте посмотрим, как вы кушаете обычно. Уже знаете, да, что я что-то заготовил, да? Готовил сам. Просто Человек очень сильно любит покушать. Давайте посмотрим на это, как обычно у него все это происходит. Не, ну это невозможно было съесть это все. Поэтому мы и не знаем, что он любит так кушать. Мне сейчас микрофон жалко вот этот вот. Не, он, кстати, не пострадал. так не получается. Вы не доели, да? Это невозможно, там 5 порций кукси было. Оказалось, человек не доедает иногда. Не, ну там надо было наспор съесть, я не смог. Проиграли. Проиграл. Но вкусно было. Очень вкусно. То, что там еще по бокам сзади, это все Роллы, вообще ничего суши, не да, тронуто, что-то? абсолютно ничего не тронуто было. Я вот это думал Вот это сначала вот. вчера приговорить, не получилось. Я вот не понимаю людей, которые съедают за раз на спор 10 гамбургеров. Я после одного уже как бы... Не, гамбургер это же тема. Не, ну да, Ну, не 10. Одна-две, согласен. Маленькие бургеры, может быть. Нет, классические, обычные. А сколько ваш лимит бургеров за раз? Один. 2 шаухи сможете съесть? Нет. Я одну не осиливаю до конца. Хорош, вы чё там 2 шаухи съесть? Тем более с вашим-то здоровьем. Просто это говорят те люди, которые поедают в день 2 шаухи с легкостью. А я-то не могу. Вы, походу, не любите, да, фастфуды? Нет, я обожаю. На самом деле, люди, которые худощавые, они больше съедают. Это доказано. У них обмен веществ ускорен. Да. Метаболизм, да? Метаболизм работает, куда и сахтасын. А вот у нас метаболизм гечеркой. Geçiriyor Шаухи как 3 оседают. Не, я сам, вот когда, у меня есть друг один, капец здоровый, 2-метровый. Когда я ем одну шауху, он уже глотает вторую. Я всегда удивлялся, как так, тебе что, кто-то живет внутри, как так? И у меня всегда был вопрос, вообще, бывают ли такие люди? Ну, у меня есть один друг. Но для всех это шок, да, когда вот съесть за раз 2 У меня есть шаухи. одна маленькая знакомая девочка. Маленькая. Ну, ростом маленькая, да, 1,50 м. Кнопочка, да, такая? Да. Веселенькая, прикольненькая такая. И она 3 шаухи съедает, я поражаюсь. И причем, знаешь, не напрягается. 3 шаухи. Мне кажется, сейчас гости из Татарстана в шоке-то, что у нас, ну вот у нас город Да, нет, фастфудов. боже мой, у вас тоже же есть такие фастфуды и Да, у нас в рекордсмены. основном все на фастфудах, на А, самом деле. да, Все вот студенты, Не, ну у нас все- шауха капец удивил. качает, шауха прям качает, народ. А у вас, как называется шаурма? Так? Донер. Шаурма. Так же, да? Просто донер это в Казахстане, Так это в И, Киргизии. шаверма. Москвичи. Шаверма, Да, и я думал, в Татарстане как-то по-другому. да. Нет, шавуха, шаурма. А ваши как называют шаурму? Шаурда! Шаурда! Не, ну на самом деле там больше, наверное, самса и манты, да? Да, и Шашлык. шашлык там очень вкусный. Да. И нет. дешевый, да, самое главное? Самый очень- Капец дешевый. Самый дешевый еще вот это, когда люля. Я не знаю, что они там, какие ингредиенты используют. Я сколько пытался сделать, сколько пробовал в Бишкеке, но не получается. Нету вот этого вкуса, который в обычной улице во дворе покупаешь шашлык. Я не знаю, из чего они делают, ну настолько это вкусно. И, ну тоже мясо. И те же ингредиенты, я говорю, что тут? Соль, перец. Ну, не бывает так. Мне кажется, На это самом деле, история. казалось бы, когда ты на улице идешь и продают там люля на палочке, да, и типа, блин, ты чё? Когда ты начинаешь пробовать, это... Это самое вкусное, что я пробовал ваше. Действительно, прямо на улице. Не, я был удивлен ценам. Ценам, да? Да, То есть там там. очень дешево, очень По- вкусно, на самом деле. Я думал, почему все едут обедать? А оказалось, там пообедать 5 копеек. блин. Не 5 копеек, 53 сумма. Да. Вместе с чаем. Смотря где. Блин. Я там знаю, махалю там нормально. Макет. О, Я
прям вот Влюбились в этот чай? влюбился, да. Я вот это, наверное, остаток допью, блин, боже. Ну, я говорю, я больше алкоголь не буду пить, потому что после этого... Все, завязывай. Это уже не круто. Все. Утром смузи, вечером чай, все. Ты еще скажи, на Джума намаз начался. Налей мне чуть-чуть. Напросился. Хотите вам тоже? Остаток. Капну. Не, мы можем туда, в принципе, кипяток долить. Кипяточек. Да, я думаю, будет оно вторичное, да. Она сейчас будет... А где у нас чайник? Что-то не чефирило? Бакыт, я впервые про вас узнал, знаете, на шоу, которое устроил этот Атай Мирзаков. Как он назывался? Я танцор. Я танцор, да. Вы там были ведущие. Ведущий, да. Да, я помню, вы там прям взорвали публику. Ну там стадион-то, боже мой. Да, и потом вы признали, что вы сами пожизненный тот еще танцор. 4-кратный чемпион Кыргызстана в прошлом по бальным танцам. По бальным танцам? Вы балеро? Это реально. Нет, балерон это другое. Правда? Это реально. Нет, балерон это тот человек, который занимается балетом. Это другое. А бальные бальные танцы танцы это когда вальс. танцуют ча-ча-ча, самба, меренги, бачата. Вот это вот в его сторону. Vamos a bailar. Bailando. Bailando. Guantanamera. То есть это правда? Да. А другими Документы видами есть. танцев вы не занимаетесь? Ну, восточные танцы осваивал, современные танцы осваивал. Но это все осталось там, да? В тех годах. 10 лет назад закончил. Давай сейчас танцевальную посмотрим карьеру. один видеоролик, где вы танцуете. Чуть-чуть еще такой. угорнем, Давай. потом вернемся к разговору. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like Не, ну здесь тоже это пришлось импровизировать, потому что... Печально, что Караджорго не умеете танцевать, кстати. Нет, там, кстати, другая музыка была. Нет, в целом-то. Почему не получилось Караджорго симпровизировать? Если вы внимательно смотрели бы видео, то вы нашли бы... Я как- смотрел видео. Нет, другие мои видео. Вы бы Нет, а нашли, здесь... как я танцую его на республиканском масштабе. Надо было копать глубже. Уровень не тот оказался. Эх вы, любители лайт-видео. Сколько вам нужно заплатить, чтобы Караджорго станцевали шикарно? Ну, в принципе, это абсолютно бесплатно. Я просто участвовал в проекте Кыргызбии, кыргызский танец. Мы специально ездили делегацией 10 коллективов, руководителей в Китай, чтобы у китайских кыргызов перенять что-то, то, что у них осталось. Обмен информацией, то есть опытом. Мы показали то, что мы знаем, они показали то, что они знают. Совместили и сделали кыргызский танец, Кыргызбии, так и называется, у Султана Садралиева. Клип есть Султана Садралиева в Ютубе. Да? И вот в этом Караджорго клипе я там тоже у него. танцую, между прочим. И, кстати, Между вошел. прочим. Давайте я вам Спасибо. обновлю. Хосе, почему все мухи в твою сторону летят? У тебя не было, мух не было. Я потому что я слишком сладкий, понимаешь, поэтому... Представьте, у тебя дома горячей воды нету. Шоколадный сайз, шоколадный сайз. Чего ты шоколадный? Сайес. Я тебе скажу больше, Хосе. Ты... Ну, не буду говорить, ладно? Это же это в эфир пойдет, да? Хосе, ты-то спел, ладно. А вот что нам наши гости из Татарстана могут показать, а? Может, они какие-то таланты проявляют, знают. Никто же по мне не скажет, что я 4-кратный бывший чемпион Кыргызстана по бальным танцам. Сейчас я вешу-то, ладно, 106, а тогда 56 весил. О, мой 106 килограмм, блин. Центр. В центре 6. Центр еще и 6 килограмм. Выбирать лишнее. На самом деле тогда я весил 56 килограмм и паркет просто сжигал своими туфлями. И не просто, прямо действительно раза 4 становился чемпионом, думаю, Джаред Халас. Джетет. Джетет. Пойду-ка я в восточные танцы. И восточные начал. А потом современные. И пошло-поехало. Вот так вот. Вы чем занимаетесь? Спорт люблю. Легкую атлетику. Классно. Любите?
50 раз отжиманий можете сделать? Ну, посмотрим. 20 максимум. Ну, это показатель. Я, кстати, могу всего лишь 5 штук, так что нормально. Она круче меня. А вы что порадуете? Бездельник чувством своим. Я вам завидую. Вы самый счастливый человек. Даже Хосе так не может. Айба, мы с тобой, короче, лузеры. Все что-то умеют. Нет, вот самый счастливый человек. Да, бездельник, это классно, это замечательно. То есть вы не умеете делать сальто, становиться на мостик, двойной тулуп, тройной каскад? Нет, Тройной сальто каскад, умею, это но, такое то есть бывает? Это как, у меня перелом позвоночника был, травма, и я сейчас совсем завязал. Шахматы играете? Нет, это не мое. Ну, тоже вид В спорта. карты играете? Нет, Карты не нет. люблю азартные игры, я играл, но нет. Это не А, играл и пришлось в Дагестан переехать. Он играл. мое. Я игрался. Я поехал в Дагестан. Каратик, слава богу, меня не демонтируют. После карт. А вообще чем вы занимаетесь? Хобби? Хобби, профессиональный боец был 3 года назад. Ну, сейчас, ММА? да, Серьезно? да, Это- сломал позвоночник, отказали ноги и то есть, я завязал со всем этим. Налей что-нибудь покрепче. Спасибо. Да нет, это мне. Я не ожидал. Давай покрепче Я не чай ожидал. заварим. Не ожидал. Красавчик. Серьезно? Сколько боев? Профессиональных 4. А не в профессиональном уровне, там больше. Не, ну да, 15. спаррингов это, конечно, Это более безмерное количество. Любительские, да, были. А профессиональных 4. Да. Не, ну спорт жестокий. Говорят то, что у нас козлодрание, это гокберю. Да, Жестокий. как бы. А это что, не жестокий, что ли? Калашмати, да. Да, они милые. Да, ну, до позвоночника, да? Там дал, ушел, дал, дома, я сказал, дома. Хосе, ты аккуратней там с гостями. Когда он почувствовал. А, уже почувствовал, да? А я и смотрю, у него волосы другие Почему стали. ты думаешь со мной? Почему ты думаешь, мы дружим? Понятно, понятно. И давно это завязали спортом? 3 года назад. Теперь вообще. Нет, Не, ну вообще, слава богу, вообще. сейчас то, что... Я поддерживаю себя в плане Физической сам, форме? да, чуть-чуть. А, Для себя, да. А так нет, ну вообще, после позвоночника вообще на ноги встать, это уже успех. я полгода лежал, не мог встать на ноги. То есть, А сейчас как? Ходить как? замечательно, В горы ходим? офигенно. Ну, раз в гору ходите, значит, то тоже нормально. Я хотел спросить, ну, я имею в виду пробежка, спорт. Я не то подумал. Лучше чай попить. Я что они подумают? А Кто? в Бишкеке именно Нет, да, всё нормально. хотел найти себя, найти, чем я хочу здесь заниматься, чем бы я мог здесь заняться. А у вас какая-то определенная идея сюда привела? Нет, по семейным обстоятельствам. Любовь, Нет, мать. мать. То есть, получается, вы наполовину кыргыз? Можно и так сказать. Ну, кыргызстанец, я имею в виду. Наполовину. Не, ну я наполовину тоже женщина. Ну, не мама, женщина. Это какой-нибудь. А с какого региона? Мама? Да. Ош. О, вообще супер. Кстати, у нас есть ваши Денис и Оксана Касперы, они очень известные танцоры в России. Касперы? Касперы. Фамилия Каспер. Денис и Оксана, они с Саша занимались. Они сейчас в российской топ танцоров в 5 ходят. У них парное выступление какое-то? Это В каком направлении? бальные танцы. То есть в вашей очень много заложено талантов. И по спорту, и по танцам, и по красоте. Это тебя не касается. Ты же с Кубы. Ну, в принципе, тоже, можно сказать, на юге. Америки. Южанин, да? Загорелый. На кыргызском спой, пожалуйста. Понятно, спасибо. Ты же болтаешь на кыргызском? Ой, еще как. Брат, вот че, хуй возьми и тазали. Не, капец, сидит этот засмущенный весь, как будто мы зажали его. Так он только проснулся, надо человека понять. Надо было налить, да? Жалко, короны нет у нас. Не, вот чай. Нормально? Тема. Помогает? Очень, Да, очень вкусный чай. очень реально. Как вы оцените наш приготовленный чай?
Ну, первый раз был повкуснее, сейчас уже меньше ощущается. И сейчас он еще лучше заварился. Я скажу, почему он слаще был, вкуснее. Потому что мы добавляли туда... Да. А сейчас его нету. Здесь ощущается чистый чай. Именно сам вкус. Чего мы добивались. Ну, очень вкусно. Открывай. Ну, на самом деле, я очень рад, то, что вам понравилось, потому что не каждый раз готовишь такой чай, во-первых, и не каждый раз готовишь для таких друзей, особенно нашим уважаемым Особенно гостям. нашим гостям, Да. которые из Татарстана. Да, эти два уже местные. Добро пожаловать. Тот тем более местный. Ну все, короче, у нас долго еще нету, да? Он, оказывается, Все, забудь. Там три Я тебе должен Ну что, пора подводить итоги. Да? Чаепитие закончилось. Чаепитие закончилось? Хосе говорит, через дорогу есть корона. Корону попьем потом. А пока просто паузу возьмем и через 5 минут вернемся. Давай. Продолжаем Погнали. нашу увлекательную беседу. Я подготовил один видос с вашим участием. Очень хочу показать его вашим друзьям и нашим гостям. Давайте. Можно будет? Наливай. Вы же Включай. наливай, да? Привычка. Ну не мог я пропустить это видео, ну не мог. Ну это Хосе в молодости. Какой это год? 2012, по-моему. Или 10-й. Это шоу со звездами, да, какое-то? Талант, Это конкурс красоты мисс. Я как хореограф их обучал. Ага. И базовые движения они каждая сейчас будут выплясывать. О! И важно. Ничего необычного, да? Да, обычно. Током бьет мужика, нормально. Это считается как тверк? Нет, Нет? Это это совсем другое. не получилось. Тверкануть это нет. Это танец живота? Да, В мужском исполнении. мужское исполнение чуть другое отличается. А здесь я обучал девочек, именно Ага. женское. Отличается мужская база и женская база. Мужская больше, Руки, да, наверное? нет, там акробатические трюки, приседания, прыжки, Да? перевороты, да. У меня один был танец пастуха в арабском стиле. Там надо было из колена в колено. Чем-то похоже на хараджирову, чем-то похоже на акробатику, чем-то похоже на брейкданс. Но это все в длинном костюме, с палкой. И понеслась. Танец пастуха. Смотрите, я заготовил очень интересную одну игру. Называется «Угадай напиток». Здесь я собрал 5 интересных напитков. Никто пока что не знает, где что есть. Окей. Я сейчас достану такую шпаргалку, дам вашим друзьям. Это вам? А это я должен отгадывать? Да, не я же. Хосе уже наточился, думаю, сейчас Ну, будет. я Да. думаю, Обязательно дайте твоя- Хосе Я почти. Смотрите, они будут вам говорить, с чего мы начинаем. То есть они скажут, Вот этот, да. Вы берете, пьете, угадываете. Вот вам стакан воды, чтобы там очистить сбивать- рецепторы, да, сбивать. чтобы не блевануть. Сразу скажу, это все в целом съедобные штучки, да? То есть в целом это все как-то связано с едой, с напитками. Но не все я бы употреблял бы в чистом виде. Да, я опять. Четвертый, да? Все, начинаем. Вы прям указываете, вот прям можете подавать ему. Пятый? Подавайте ему, подавайте прям. Мне нужно отгадать, что здесь, Приятного да? аппетита. Дан-дан-дан-дан-дан. Уф. И... Здесь кетчуп с майонезом. Ну, он так уверенно сказал. Что это? Не угадал. Да, это вот, который в гамбургер кладут.
Дальше. Что это? Нет, что это? Подскажите. Не, это этот соус. Просто соус? Ну, здесь Нет. майонез есть. Вот Возможно, майонез есть, кетчуп есть. есть. Угадал. Майонез есть. Майонез. Да. Да, есть майонез. Есть. Только он. Только он? Да. Дальше. Есть майонез. И ну, сразу ассоциация в сторону бургеров, да, пошла? Да. Здесь поболя, жидкая. Поболя. О, это же этот. Ох, понравилось? Что-то напоминает, да? Ну, это лимонад. Ага. Какой? Мгм. Хорошо начал. Персик. Есть. Да. Есть. Да ну! Ничего себе! Без подсказки. Вот у тебя подарок. Это тоже? Süzme. Чалап. Чалаптан. О! Чалаптан одно и то же, да? Süzme это то же самое. Да. Süzme с водой. Кстати, я слышал, что в Узбекистане айран называют сюзме. Или сюзме называют айран. Короче. Я его пил недавно. Вчера, сегодня. Дня 3 назад. Самое Вот понравилось? Сейчас, Это походу, апельсиновый сок. апельсиновый сок. Ну, апельсиновый, но не сок. Не совсем. Фреш. Во! Я его пил просто недавно. И последний. Еще раз? Да? Нет, не буду кофе. Нет! Кофе. Кофе говорю. Да, кофе, да. Вы так хорошо шли, и на последнем, блин, облом. Так хорошо шли. Прям, убираем. Сейчас. Не кофе. Замените люксуса. Соевый этот. И Мне кажется, в принципе, угадал. Соус соевый. Соус. Суши, роллы, да. Ну, молодец. Что, роллы не любите? В чистом виде нет. Не, ну имейте в виду вот так, Нет, чтобы... кто обожает роллы, суши, они такие, ох, сегодня идем суши есть, а вот, ну, типа, давай еще. А вы прям взяли и... Нет, оно это... Я зато почувствовали, как желудок проснулся аж? прям смачно так вглотнул его. А, он, Нет, походу, а я по чуть глотаю, она не идет, он... Справился? Да. Да, На да. 100%. Ну, не на 100. Могу я его за это вознаградить как-нибудь, а? Да, надо. Вот то, что вы сегодня пили только что. Без обмана. Соевый соус, фу, блин. Не, ну, с майонезом, конечно, блин. Это жестоко. Хорошо, что не добавил... Ну ладно. Не буду говорить, а то Хосе понравится. Пока. Огромный вам рахмат за то, что приехали и И вам подняли за это настроение нам. Желтый пакет. И вот такой вот подарок от наших друзей, от компании Комплекс Бар, от бренда Манин. Смотрите, я вам дарю такую интересную пюреху. Это Вы же можете то, что к чаю добавляли. дома повторять этот чай каждый день. Вам, еще- вам отлить сразу? Открывайте. Там еще что-то Там еще есть. пару бокалов интересных там, для вашего мини-бара. Серьезно. Очень интересный стаканчик. О, С тебя виски. Да, это мощно. А, пусть. Красоту Это на память. Красоту надо наводить. Чтобы вы еще раз отметили меня в Инстаграме, а может и подписались. Не вопрос. Да, и Отметить, с вас отметим. услуги тамады на моей свадьбе. А вот это уже интимный вопрос. Договоримся, сделаем все по-лучшему. Спасибо за приглашение, спасибо моим друзьям, то, что были вместе с нами, повеселились, Хосе, нашим гостям с Татарстана, наша очаровательная представительница прекрасной половины человечества, вообще всей команде. И мне приятно было находиться здесь за баром. Понравилось. Я узнал состав смузи, я его обязательно дома повторю. А вот чай был это что-то необычное. В следующий раз майонез не давайте. Все мои И соевый соус. Давайте как-нибудь красиво закончим. Он у меня до сих пор во рту, понимаешь? Вяжет прям. Я знаю, что это не вязало.
Окей. Давайте прощаться на камеру. Что-нибудь скажете напоследок? Друзья, всем огромное спасибо, респект, уважуха, бар 312. Бар это не то слово, которое ассоциируется только с спиртными напитками. Бар это то место, где можно создавать прекрасные напитки, безалкогольные чаи и майонезы. Всем отличного настроения, приятного аппетита и хорошего уикенда. Всем пока-пока.